видеосвязи с депутатом Благовещенского городского совета, а также членом первого состава СПЧ при главе Башкирии Сергеем Жуковым. Сергей по роду своей деятельности, в принципе, и по признаку того, где он живет, хорошо знает историю, связанную с полигоном твердых бытовых отходов, который у нас находится вроде под Уфой, в Черкасах, но он заполняется, и там длительная история касательно попыток построить новый полигон под Благовещенском. И вот как это все связано, какие там перипетии сейчас имеются, мы это с ним разберем. В принципе, каждого из нас вопрос касается в любом случае, поскольку весь мусор города, он сосредотачивается именно там, в северной части, скажем, да, недалеко от Уфы и недалеко от Благовещенска. Вот, это все будет после перерыва на новости. Я напомню, что у нас прямые трансляции в Ютубе, где есть чат для вашего общения и вопросов, а также в Одноклассниках, в нашей группе «Эхо Москвы» в Уфе. Вы можете нас смотреть, комментировать и, наверное, лайкать тоже можете. Даже не наверное, а точно вы это можете делать, к чему я вас и призываю. В общем, планы такие, поэтому давайте перейдем сразу к делу, к обзору прессы. Пресса с доставкой на дом. Начнем с официальной, скажем, хроники. Мэр Уфы распорядился эвакуировать машины, мешающие уборке снега. Значит, об этом он заявил вчера на оперативном совещании в городской администрации. Хочу обратить внимание на то, что когда мы рассыпаем антигололедный реагент на остановках, после их работы образуется каша, и эту кашу надо вовремя убирать, сказал Греков, с чем я полностью согласен. Но как раз в качестве иллюстрации тому, что он сказал, вчера вот вечером поздно довольно-таки прошелся по улице Ленина. А на улице Ленина как раз-таки что мы видим? Именно ту самую кашу, которая благополучно замерзла при низких и отрицательных температурах. Да? Мы знаем, что вчера уже был в городе мороз. И буквально вдоль и поперек везде абсолютная корка льда, причем неровная, по которой ходить практически невозможно. И это самый центр башкирской столицы, недалеко от Гостиного двора, рядом с Министерством внутренних дел, кинотеатром «Родина» и так далее, и так далее. В общем, в других местах города я тоже по своим наблюдениям сужу примерно то же самое. Возникает вопрос, зачем вообще эту тему поднимать, если ничего при этом не делается и ничего не меняется. Вот на мой субъективный взгляд, вообще эту кашу и посыпать не нужно было, да? Ее нужно было просто вовремя смести в сторонку с помощью ли ручной работы, с помощью ли техники. То есть неважно, как это можно было сделать, но это сделать можно было, нежели потом просто говорить об этом и ничего не делать. В общем, тут и при Грекове, и при предыдущих градоначальниках у нас примерно то же самое. Не знаю, в деньгах ли дело, или элементарно в том, что людей не хватает. Если, например, визуально сравнивать то, что происходит на улицах той же Уфы и Москвы, например, я вижу, что у нас количество дворников стремится к нулю совершенно. Да? Если в той же российской столице бригады там, по 20 человек начинают работать там, возле какой-нибудь станции метро, и через полчаса там все чисто, то у нас, в принципе, даже бригад из 2-3 человек увидеть невозможно. Ой, как это можно решить? Наверное, есть для этого способы, как минимум финансовые, но, как показывает опыт, ничего из этого у нас не применяется, и не знаю, есть ли шансы на то, что когда-нибудь ситуация улучшится. Продолжим. И другие темы. Руслан Габасов, активист запрещенного и признанного экстремистским движения «Башкорт», который попросил политического убежища в Литве, дал развернутое интервью Идель Реале, также иноагенту по решению российских властей, и, по сути, ответил на вопрос, который вчера у нас в эфире здесь Анна Яне, соведущая, задавала вслух. Почему для иммиграции вы выбрали именно Литву, скажем, не Турцию, в которой провели около месяца, спрашивает корреспондент Идель Реали Артур Асафьев Руслана. И признает Габасов, что да, Турция мне ближе по языку, по религии, по культуре. Там очень хорошо, тепло. Язык турецкий очень похож на башкирский. Они имеют одни общетюркские корни. У нас одна и та же религия, ислам суннитского толка. Высокая и, опять-таки, очень близкая нам Башкирии культура. Кроме того, это современная, очень развитая страна. То есть тут все хорошо. Но получить убежище там сложно, о чем мне говорили многие люди, сказал Габасов. Во-первых, из-за большого наплыва беженцев из Сирии, Ирана и так далее. Есть и некий политический момент. У Турции
с Россией то хорошие отношения, то не очень, то снова хорошие. Ввиду этого турецкие власти, как мне говорили, бывает неодобрительно относятся к тем российским иммигрантам, которые продолжают в их стране заниматься политической деятельностью. Как меня заверяли, они могут и выслать из страны в 24 часа и даже просто выдать России. Поэтому я решил ехать в Европу, где куда строже соблюдаются права беженцев и политэмигрантов. Ну, на мой субъективный взгляд, все логично, справедливо, все вот так и есть. Да, наверное, вот как бы тут добавить особо нечего, но вообще интервью любопытное. Тут важные вехи из истории его деятельности и деятельности его соратников за предыдущие годы. Поэтому обратите внимание, кому эта тема важна и интересна. Значит, далее. Публикация в пруфах, автором которой выступил наш коллега, и бывший, и нынешний, Айдар Ахмадиев. Я напомню, кто не знает, сейчас он работает в центральной московской редакции «Эхо Москвы» в Уфе корреспондентом службы новостей. Так вот, он написал так называемый лонгрид, посвященный событиям на Куштау и тому, что последовало после этих самых событий. Глубинный народ выходит на протесты. Как события на Куштау разбудили гражданское общество Башкирии. Называется статья, которая вышла вчера на пруфах. Значит, Айдар изучил, какие общественные движения появились в республике после августа 2020 года, кто их возглавил и чего им удалось добиться. Значит, по-разному можно оценивать глобальные результаты крупнейшего за последнее время экологического протеста. Есть у произошедшего далеко идущие последствия. В Башкирии стало формироваться постоянное гражданское общество, утверждает Айдар. То есть бдящее ежедневно, а не только в период обострения какого-либо конфликта. Оно стало использовать в своей работе не только громогласные лозунги и самодельные плакаты, но и инструменты легальной политической борьбы. Некоторые известные активисты, выходцы из шахановского протеста, уже испытали на себе всю прелесть российской избирательной системы, имея в виду попытку участия в выборах, пишет наш Айдар. И, конечно, он перечисляет, что произошло, да, какие были сформированы структуры. Первым появился Координационный совет защитников Куштау. Он просуществовал недолго, успел встретиться с Радием Хабировым и, по сути, был дальше распущен. После на осколках этого Координационного совета возник «Зеленый щит Башкортостана», движение активистов из Стерлитамака. Там же появилась некоммерческая организация «Наследие». Жители деревни Урняк ее организовали. Стерлитамак Дыши, еще одна организация экологического толка. Отдельно взятые активисты вроде Руслана Нурдинова пытались вести политическую борьбу и так далее. Ну, опять же, любопытно, когда вот собирают наши коллеги информацию в одну публикацию о разных разрозненных событиях, и для тех, кто, может быть, точно не помнит, как все происходило, и не может все это дело сопоставить, очень удобно в моменте, скажем, вспомнить, проанализировать и понять, что с этим делать дальше. Итак, это можно в пруфах прочитать. Там же есть публикация, вызвавшая, скажем так, неоднозначную реакцию в соцсетях. Я понимаю, почему. Светлана Гафурова, журналистка, активно выступающая против вакцинации, даже где-то отрицающая такие, скажем так, наверное, уже общепринятые принципы по поводу того, что такое коронавирус и как он действует. Она посетила по приглашению лидера «Единой России» в республике Рустема Ахмадинурова ковидный госпиталь в Зубово, значит, для того, чтобы в том числе и сняться в интервью с ним. Вот. И по итогам своего похода туда написала статью от первого лица, и ее пруфы приводят в разделе «Свободная площадка», насколько я понимаю. Хотя вот, кстати, не все, даже журналисты либерального толка, скажем, одобрили. Вот, в частности, Марат Гореев, наш коллега, вчера в Фейсбуке писал, что я не понимаю позицию издания. Да, свобода слова превыше всего, но ведь мы не публикуем в своих журналах, газетах письма всех сумасшедших, там, я не знаю, бабулек, которые приходят в редакцию. Иначе это уже превратится в балаган и бред сумасшедшего, утверждает он, оценивая вот эту публикацию Светланы Гафуровой. Но есть люди, которые эту точку зрения разделяют, хотя лично я, конечно же, ее всячески не одобряю и пытаюсь призвать к разуму, но вот обратил внимание, есть вот эта вот статья, можете почитать, но предлагаю относиться все-таки скептически и все-таки фильтровать, да, через призму научных каких-то знаний, через призму мнений людей действительно авторитетных.
Я, кстати, к слову, да, вчера сделал повторную прививку, так называемую ревакцинацию прошел. Спутник Лайт, однофакторный, однокомпонентный, точнее, получил. И, в общем, чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что дальше все так же и будет продолжаться. Далее, в Уфе решили провести цикл общественных обсуждений генплана города в прямом эфире в YouTube. Вчера про генплан мы с вами голосовали. А вот тут уже информация появилась. Первый эфир на тему «Зеленый каркас Уфы» в генплане 2040 начнется 10 декабря в 13:00 на YouTube-канале глав архитектуры Уфы. Об этом «Эху» рассказал модератор обсуждений, депутат Горсовета Валериан Гагин. Это информационный блок, информационная сессия для того, чтобы, во-первых, рассказать и потом детально прокомментировать и ответить на те вопросы, которые уфимцы могут задать, присоединившись к стриму. Вот мне лично, кстати, интересно, потому что, как я вчера говорил в эфире, не очень понимаю я все-таки, как эта вся процедура устроена и к чему это приведет, я имею в виду принятие в итоге окончательного генплана, и как потом мы, наши власти, будут работать для того, чтобы соответствовать этому самому генплану, да, чтобы в 40-м году, условном, мы пришли и увидели, ага, вот были наши планы, и вот мы его реализовали, там, условно, на 80%. Поэтому у нас там-то, там-то хорошо, а вот здесь у нас остались вопросы, например. Или мы придем к чему? К тому, что генплан был, а де-факто мы жили совершенно хаотичной застройкой, хаотичными какими-то решениями, и реальность совершенно не соответствует бумаге, что тоже, к сожалению, может быть. Так что 10 декабря, 13 часов, у кого есть время, особенно те, кто в YouTube нас смотрит, пожалуйста, пометочку сделайте и планируйте себе, значит, это вот мероприятие. Также вчера на оперативке в Уфимской мэрии вновь прозвучали пазики, я имею в виду. Оказывается, 15 декабря, вот уже совсем скоро, они полностью должны покинуть наши улицы. В текущем году, значит, сказал Олег Хмарин, начальник городского управления транспорта и связи, Башавтотранс, например, обновил 220 автобусов большого и среднего формата. Частные перевозчики активно заменяют старые пазики. Если на начало октября их было 235, то буквально на вчера их было всего 150. Так вот эти самые 150 к 15 декабря должны полностью уйти с городских линий. За счет чего их все-таки заменят? Найдутся ли достаточное количество автобусов в Башавтотрансе, а главное водителей, которые смогут эти автобусы водить, это пока вопрос. Я напомню, что по пятницам с Олегом Арефьевым в транспортном часе мы подробно эту тему разбираем, и в минувшую пятницу как раз говорили о том, что автобусы-то есть вроде бы уже у госперевозчика, но с водителями не все хорошо. Значит, это, кстати, вы можете почитать на сайте «Эхо Москвы» в Уфе. Здесь подробно с цитатами приводится, что и как было сказано на эту тему на оперативном совещании в мэрии. Вот примерно такова картина вчерашнего дня. Ну, правда, есть еще тема визита Радия Хабирова в Белоруссию, но мы к ней вернемся после фрагмента и поголосуем. А пока действительно фрагмент. Управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Муллануров разбирал разные наши текущие дела с точки зрения права, справедливости, в частности, задержание и арест Лилии Чанышевой тоже явился темой нашего разговора. Давайте послушаем. Преследование за так называемую экстремистскую деятельность активистов, которые раньше были как минимум сторонниками Алексея Навального. Лилия Чанышева, экс-координатор Уфимского штаба. Штабы запрещены, признаны экстремистскими, да, надо это сказать, тем более в данном контексте. Но Чанышева сказала публично, у нас в эфире в том числе, заявила, что уходит из политики, заниматься будет семьей. Если и продолжит какую-то деятельность, то на уровне какого-то такого частного активизма. Но с ней происходит то, что происходит. Она оказалась, по сути, первой соратницей Навального из регионов, которую задержали, поместили под арест, и суд будет по экстремистской статье. На ваш взгляд, насколько вот это вот правомочно, то, что с ней происходит, с точки зрения нынешних законов и с точки зрения здравого смысла? Я, безусловно, очень сопереживаю Лиле. В Древнем Риме была такая фраза «право есть искусство добра и справедливости». Правомочно, как вы говорите, в правом русле находится то, что справедливо и то, что добро. Право злым быть не должно. То, что происходит с Лилей, конечно, это очень несправедливо, и поэтому, на мой взгляд, не соответствует праву.
Мне кажется, что и само уголовное преследование, то есть обычно же говорят про меру пресечения, но я бы поставил вопрос шире, что даже само уголовное преследование Лили, это, на мой взгляд, не является обоснованным, правосудным, правомерным. Это, на мой взгляд, акт политической расправы, акт устрашения. На днях был праздник, если позволите, я бы, конечно, хотел бы на более позитивной ноте там поздравить коллег с Днем юриста, которые только недавно мы отмечали, но лично для меня, например, мне было сложно самому себя поздравить и сказать: слушай, вот неплохой ты юрист, и неплохой вот сейчас праздник, да, порадуйся. Появляется мысль: а что я за юрист такой, что мы за все такие юристы у нас в стране, если у нас в стране спокойно такие вещи происходят. И если мы сидим об этом говорим, абсолютное большинство людей с юридическими дипломами, абсолютное большинство считает, что это несправедливое действие. Если мы так считаем, но ничего сделать не можем, конечно, это очень демотивирует. Тяжелая тема. Ну, понятно, радостного мало, но вот несколько раз было повторено, что это все праву как таковому в идеальном смысле не соответствует, и не соответствует принципам справедливости, но не было сказано, что это незаконно. То есть мы понимаем, да, что есть право, а есть закон, который в стране действует, или там совокупность законов. Получается, что у нас сейчас такие законы, да, которые сами по себе, по своей природе противоречат истинным целям, идеалам права. Всяко бывает, не только в нашей стране, проблема не исключительно только Российской Федерации. Иногда бывает так, что писанный закон не совсем правосуден, не совсем соответствует духу права. К сожалению, на мой взгляд, в нашей стране это бывает чаще, чем хотелось бы, и чем это случается во многих других странах. Это первое. Второе. Не всегда проблема именно в законе. Если сейчас вот говорить именно про меру пресечения, про избрание меры пресечения, нет такого закона, который обязывает суд в случаях, когда предъявляется обвинение, есть подозрение, что человек причастен к такому виду деятельности, да, не всегда судья должен избрать такую меру пресечения. Мы сейчас говорим с вами про Лилию Чанышеву, а буквально на днях была продлена мера пресечения господину Зуеву, ректору Шанинки в Москве, по абсолютно непонятным обвинениям, и совершенно неясно, зачем в таком состоянии здоровья ученого, не обвиняющегося вообще в призывах к каким-то насильственным действиям, да, даже гипотетически, у которого таких обвинений у него нет, зачем его оставлять под стражей, закон никого не обязывает это делать. Такая возможность в силу закона есть, и это нормально. То есть любая страна предполагает, что суд при наборе необходимых условий, там, если факты к этому подводят, то суд, конечно, может избрать такую меру пресечения, но не обязан. И здесь стоит говорить не только о несовершенстве закона, но в первую очередь о несовершенстве его правоприменения. Чем это вызвано? Это вот такой философский, долгий разговор. Мне кажется, надо говорить прям с именами, с конкретными обстоятельствами, фактами. Вот конкретно судьи. Здесь у нас в Уфе, кто принимали решение об избрании меры пресечения Лили, в Москве, кто рассматривал дело господина Зуева, они могли, ну и, на мой взгляд, все у них были для того основания, чтобы избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Надо обо всем тут говорить и думать, и закон менять нужно зачастую, и наше отношение к нему, наше отношение к правоприменению. Лично мне отрадно, что вот такие юристы у нас в республике и в Уфе есть, работают, защищают интересы своих, доверителей и выступают публично, высказывая свое мнение. Рекомендую полный эфир послушать у нас на YouTube-канале, в Instagram-аккаунте. В Telegram-канале также, конечно, все ссылки опубликованы. Сразу скажу, что сегодня поговорим на тему строительства с заместителем министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Артемом Ковшовым в программе «Персонально ваш». Он у нас в эфире будет впервые. Поэтому тема, кого интересует, у кого есть отдельные вопросы по каким-то, может быть, объектам, введению в эксплуатацию, и, в принципе, стройка важна и актуальна, поэтому вопросы вы можете присылать как заранее по нашим каналам связи, так и во время эфира пишите. С 15 часов присоединяйтесь, соответственно, к трансляции. А пока мы будем завершать первую половину эфира как раз-таки интерактивной частью, анализируя, что ли, визит большой официальной делегации Башкортостана в Белоруссию. На эту тему небольшая заметка на сайте «Эхо» есть. И в заголовке у нас тут цитата. «Ради Хабиров Александру Лукашенко. Мы вместе отражали натиски врагов, и нас очень многое связывает». Цитата в данном случае, конечно, она не полная, да, это лишь ее кусочек, но довольно-таки красноречивая, на мой взгляд, все-таки это цитата. Поэтому, прежде чем дальше говорить о том, что там происходило, я запущу голосование. На ваш такой субъективный, эмоциональный взгляд, вот эта вся история с визитом Ради Хабирова и большой делегации республики в Беларусь,
Эта история — это позитив, это хорошо. То есть, несмотря на все сложности, на международной арене, внутрибелорусские проблемы, коронавирус, то есть, несмотря на все, что нам мешает, мы движемся вперед, мы общаемся, мы налаживаем связи, и, как говорится, никакой политики, экономика превыше всего, рабочие места, деньги, налоги и так далее. Вот то, что нужно, делает у нас глава республики. Поэтому вы его за это хвалите, приветствуете, всячески поддерживаете. Если этот вариант вам ближе, то телефон ваш 262 72 47. Если же вы, наоборот, осуждаете вот эту вот инициативу, уже реализованную, претворенную в жизнь, когда глава региона российского едет встречаться с главой иностранного государства, декларируя это какими-то экономическими соображениями, но, в общем, это, ну, если не ударяет серьезно, то, по крайней мере, оставляет некое пятно на репутации, на ваш взгляд, и это плохо. Вы это осуждаете. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Диалог, визит республиканской делегации в Беларусь, переговоры с Александром Лукашенко — это хорошо, это плюс исключительно, сплошной позитив. 262 72 47. Нет, вам не нравится. Лучше бы в этой ситуации обойтись вот без этого, да, на фоне того, что в мире практически никто с Лукашенко не общается, лишь в крайнем случае там ему звонят лидеры вроде Ангелы Меркель для того, чтобы решить проблему с миграционным кризисом, а так, в принципе, никто не хочет с ним общаться. И вот мы едем, встречаемся демонстративно. Поэтому вам не нравится это все. 262 72 48. В общем, многие министры, которые там были, публиковали в своих соцсетях фотографии со встреч. Действительно, этих встреч было множество. Встречи с соответствующими ведомствами в Беларуси, с руководителями предприятий. Мы знаем, что машиностроение там хорошо развито. И вроде как всегда эти самые экономические связи были неплохими, и есть их куда еще улучшать. Поэтому, в общем, вы считаете, что это хорошо. Если так, то первый номер ваш. Если вы все-таки считаете, несмотря на все экономические преференции, конечный результат, он негативен, тогда ваш номер телефона второй. Итак, что у нас в результате? У нас цифры, вон какие. Всего 15% проголосовавших выбрали первый вариант и поддержали Ради Хабирова в этой идее. И 85% не поддержали. Вот такая у нас аудитория. Мы вместе с этим закончим первую часть. На новости уйдем. Скоро вернемся и продолжим наш эфир с гостем, депутатом Благовещенска Сергеем Жуковым. Доброе утро, 6:30 в Москве. На Эхе новости, в студии Андрей Шашков. Стали известны подробности о личности стрелка в московском МФЦ. Сайт РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Сергей Глазов, 45-летний житель столицы, ранее служивший. Сайт RT со ссылкой на свои источники сообщает, что Глазов служил в службе внешней разведки. Источники агентства Интерфакс называют Глазова антипрививочником, который в своих соцсетях не раз называл пандемию заговором. А агентство ТАСС подтверждает, что в МФЦ Рязанский тот явился без маски и с порога начал стрелять из травматического пистолета, переделанного в боевой. Его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. В результате стрельбы 2 человека погибли, 4 пострадали. Президент США Джо Байден после переговоров с российским визави Владимиром Путиным намерен обсудить запуск российского газопровода «Северный поток-2» в контексте ситуации на Украине с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На завтра намеченный разговор с президентом самой Украины Владимиром Зеленским. Также пообщаться с Зеленским и Путиным в ближайшее время выразил желание президент Франции Эммануэль Макрон. На прошедших вчера 2-часовых переговорах Путина с Байденом в режиме видеоконференц-связи также обсуждалась ситуация на Украине. Байден выразил озабоченность скоплением российских войск у границы и отказался давать гарантии невступления этой страны в НАТО. Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада. Они коснутся импорта мяса, молочной продукции, некоторых овощей и фруктов, кондитерских изделий, орехов и других пищевых товаров. Помимо США и стран Евросоюза, запрет на ввоз распространяется на товары из Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Исключения будут делаться для всех продуктов, которые белорусы ввозят сами для личного потребления. Эти санкции являются ответом на санкции Запада за массированный пропуск нелегальных мигрантов границам с Евросоюзом, на который Минск, в свою очередь, пошел в ответ на санкции Евросоюза за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. В парижском аэропорту арестовали одного из подозреваемых в убийстве саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги. По данным агентства Рейтер, речь идет о Халеде Аль-Отайби, гвардейце из личной охраны
охраны наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Его задержали в аэропорту Шарль-де-Голь перед посадкой на рейс до Эр-Рияда на основании международного ордера, выписанного властями Турции. Хашогги последний раз видели заходящим в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По данным турецкой полиции, внутри его убили и расчленили, так что останки не найдены до сих пор. В Эр-Рияде факт убийства признают, но категорически отрицают причастность к нему наследного принца. Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. В Канберре это связывают с нарушениями прав человека в Китае. Дипломатический бойкот означает, что спортсменам из этих стран не будут запрещать участие в играх, как это было в 1980 году, но на них не поедут политики, чиновники и прочие официальные члены делегаций. Сами игры, напомню, намечены на 4-20 февраля. В Международном олимпийском комитете объявили, что с уважением относятся к решению американских властей. В Пекине же, комментируя решение о бойкоте, США ответили, что их на Олимпиаду и не приглашали. И о погоде. Сейчас в Москве около 5 градусов ниже нуля, пасмурно, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 90%. Днем от 6 до 7 градусов мороза, пасмурно, местами небольшой снег. Андрей Шашков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Ремесленник, разбери свой бизнес с профи. До 10 декабря попади на консультацию к ведущим маркетологам Башкирии бесплатно. Записывайся 224 99 99 224 99 99. Мероприятие реализуется при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству, ОНО, Агентство РБ по предпринимательству и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Если этот праздник ждал ты очень, есть один совет простой. Покупай в Фармленде все, что хочешь, получай подарок свой. В аптеках Фармленд вас ждут подарки за покупки. Срок акции 6 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Подробности акции у фармацевтов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Ярмарка ремесленников в Арт-Квадрате. Уникальные товары ручной работы от умельцев Башкортостана. Каждый день с 12 до 22 часов до 25 декабря. По адресу улица Мустая Карима 6, корпус 1. Мероприятие реализуется при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству, ОНО, Агентство РБ по предпринимательству и Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. 8:35 в Уфе, на Эхе новости, у микрофона Руслан Валиев. Башкирия может получить еще 1,8 миллиарда рублей из резервного фонда страны на покрытие расходов системы здравоохранения. Всего регионам дополнительно выделили на эти цели 89 миллиардов. Распоряжение о распределении средств между субъектами подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает интернет-издание РБК. Наибольший размер межбюджетного трансферта предусмотрен для Москвы, более 10 миллиардов, а меньше всего средств дополнительного фонда выделили Байконуру, 2,5 миллиона рублей. В правительстве России подчеркивают, что такая федеральная поддержка позволит регионам сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с коронавирусом и на финансовом обеспечении стационарного лечения пациентов с COVID-19, не сокращая при этом расходы на плановую медицинскую помощь. РБК напоминает, что летом Кабинет министров уже выделил на поддержку системы здравоохранения Башкирии 888 миллионов рублей. В октябре республике поступило еще около 1 миллиарда. Заместителем главы администрации Уфы и начальником финансового управления мэрии назначен 49-летний Рустам Акбашев. Ранее этот пост занимала Гульнара Валиева, скончавшаяся в октябре от осложнений, вызванных коронавирусом. Рустам Акбашев был управляющим уфимским филиалом ныне несуществующего Русь-банка. В официальной биографии на сайте мэрии значится, что Акбашев в разное время работал заместителем министра финансов региона, первым заместителем генерального директора аэропорта Уфы, а также ряда коммерческих предприятий.
Следственный комитет изучает обстоятельства падения ребенка с канатной дороги в горнолыжном курорте Абзаково. Белорецким межрайонным следственным отделом Следственного управления организована доследственная проверка по сообщению о падении 8-летнего мальчика с горнолыжного подъемника в горнолыжном комплексе курорта. Мальчик упал с подъемника по пути на одной из трасс. Работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего его доставили в больницу. Правоохранителям предстоит осмотреть место происшествия, назначить в отношении ребенка судебно-медицинскую экспертизу, опросить очевидцев, руководство и работников горнолыжного комплекса. И о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе облачно, минус 15 градусов. В течение дня облачная погода сохранится, температура повысится до минус 7. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир Уфимского разворота на волнах «Эхо Москвы» в Уфе, в нашем YouTube-канале, а также в трансляции в социальной сети «Одноклассники». У микрофона Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И до конца часа мы будем общаться с собеседником, нашим гостем по видеосвязи. Вместе с нами депутат Благовещенского городского совета, член первого состава СПЧ при главе Башкирии Сергей Жуков. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Руслан. Ну что ж, инфоповодом нашей встречи очередной стали события, которые вокруг полигона твердых бытовых отходов происходят. На днях были слушания по поводу расширения дополнительной стройки под Уфой в Черкасах. Я так понимаю, у вас на этот счет есть особое мнение, скажем, да? Не все там происходит цивилизованно, как бы хотелось. В чем ваши претензии? Нет, здесь речь о том, что как-то цивилизованно или цивилизованно проходит, нету. Здесь речь немного о другом. Дело в том, что сейчас начинается опять очередное противостояние. У нас идет все так же мусорная реформа, которая на этапе реализации в нашей стране уже не первый год. И возникает вопрос вновь с тем, что необходимо выполнять определенные показатели, необходимо вводить новые объекты, такие как мусорные полигоны, да, ну и ставить, условно говоря, в статистике какие-то определенные палки. И на сегодняшний день Черкасинский полигон попадает тоже, условно говоря, в эту статистику, и руководство этой организации, которая его содержит, начинает проводить публичные слушания и определенные мероприятия для того, чтобы получить необходимые бумаги для работы этого объекта. Но мы начинаем замечать, что у объекта возникают какие-то определенные проблемы. И проблемы возникают какие? То есть на публичных слушаниях появляется сотрудник регион капитала, это штатный эколог этой организации, житель Благовещенска, который в свое время занимал противоположную позицию против строительства полигона в Благовещенске, а потом стал сотрудником этой организации. Давайте тут напомним, потому что, возможно, не всем понятно. Регион Капитал — это компания, которая много лет уже надеется начать строительство полигона под Благовещенском, который, я так понимаю, по задумке должен в итоге заменить имеющийся большой полигон в Черкасах. В этом, в принципе, и возникает, складывается сама ситуация. Дело в том, что нам сейчас необходимо понимать одну вещь. Если в Черкасах полигон по каким-либо причинам строиться не будет, этот полигон будет строиться в Благовещенске. Альтернатива только одна. И, естественно, от этого будут какие-то определенные последствия. Наверное, уже вся республика помнит о том, что Благовещенск на тот момент, когда появилась новость о строительстве, повел себя как абсолютно протестный город. Здесь были митинги, различные мероприятия, сборы подписей и тому подобное. И надо помнить очень важный момент о том, что Черкасы останутся никому не нужны, и это останется свалка, которую просто, может быть, некому рекультивировать.
Ведь для того, чтобы ликвидировать вот этот вред, который приносит или же оставит после себя Черкасы, понадобятся очень большие деньги. Кто их будет выделять, и кто будет заниматься рекультивацией. То есть надо понимать вот определенную опасность. Вот если взять эту ситуацию, мне хотелось бы, чтобы ситуация складывалась немного по-другому. Но государственные органы, вот как говорит, например, заместитель министра экологии, государственные органы должны лоббировать нужные проекты для Республики Башкортостан. Так. Мы все прекрасно понимаем, что если Черкасы закроются, если у черкасов не получится провести необходимые действия с документами, то, как минимум, уфимцы получат, скорее всего, увеличение платежей за вывоз мусора, потому что они теоретически должны будут начать возить свой мусор в Благовещенск, что, естественно, увеличит расходы на транспортировку. Но и республике надо понимать, что в том случае, если с Черкасами что-то не получается и начинается этап реализации проекта в Благовещенске, во-первых, это встретит мощное сопротивление со стороны населения Благовещенска. Это будет первое. Второе, и надо понимать, что вот у меня на ум приходит такая ситуация, что два хирурга заходят, и перед ним лежат два пациента. Вот они видят, у одного нога, началась гангрена. Они видят и говорят, и что, какую ногу будем резать? У того, что слева и лежит здоров, или вот этого, у которого есть гангрена, и ее надо отрезать. И хирурги начинают отрезать вместо этого живую ногу у соседнего пациента, а с гангреной совсем не занимаются. И здесь ведь абсолютно такая же ситуация. Место Черкасы, там, огромная площадь, которая 20-30 лет уже является свалкой, или же мы берем место Благовещенск, чистый лес, это в непосредственной близости к городу, где абсолютно нетронутая природа, и будем строить там аналогичный объект, аналогичный Черкасам. А почему аналогичный? Кстати, я помню, в свое время представители Регион Капитала много рассказывали, что это будет не просто полигон, это будет место, где чуть ли не перерабатываться все это будет, сортироваться и так далее. Но, к сожалению, по моему мнению, я буду вот так... по острию ножа, но, по моему мнению, это очередные сказки. Это очередные обещания. И может быть, там будет добавлена к полигону современная линия по сортировке, переработке, может быть, мусора. Но полигон в своем виде, он никак не будет отличаться от того, что в Черкасах. Более того, он может быть даже выше, больше... И все вытекающие... Я же правильно понимаю, место для полигона выбрано по дороге в сторону Павловки, скажем. Да. В сторону Павловки, да. Вы представляете, какая-то... я могу сказать точно, какие последствия будут. По крайней мере, для города. Во-первых, надо понимать, что это маршрут на Павловку, туристический маршрут, да, и мы представляем, как у нас транспортируется мусор, сколько мусора может вылетать из мусоровоза по пути, как будут выглядеть обочины, учитывая то, что туда просто будут вереницы мусоровозов ехать. И надо понимать, я могу однозначно сказать, что все жители Благовещенска, которые имеют возможность финансовую, которые имеют место работы в другом городе, все однозначно будут рассматривать возможность переезда из этого города. Я для себя принял однозначное решение, что в случае строительства мусорного полигона в Благовещенске я однозначно покину Благовещенск. Я не буду здесь жить для того, чтобы подвергать себя и своих детей опасности. Это будет негативное воздействие. Большинство моих родственников регулярно меня спрашивают о том, что там все-таки с полигоном, потому что тоже думают о том, как избавляться от недвижимости, потому что в случае строительства полигона, скорее всего, от недвижимости реально придется избавляться, а не продавать ее, потому что всем ясно, что цены все-таки на недвижимость сразу же упадут. И я думаю, что город просто умрет, потому что здесь останутся только те люди, которые в силу финансового положения, отсутствия или низкого уровня образования или еще каких-либо подобных причин останутся жить в Благовещенске, который превратится в настоящую большую промзону, бесперспективную территорию республики, потому что сюда
ни с одним интересным проектом уже никто не зайдет, и город просто никак не будет развиваться. Тут позиция понятна, но я вот как раз своими наблюдениями поделюсь. Я как раз ехал и понимал примерно где. По-моему, там километров 10. Это же не совсем в черте города, это действительно за городом, за лесом, так скажем. В чем проблема? Почему? Не, может быть, это даже и 5 километров, да, то есть, может быть, и 2 километра за чертой города, и даже лес там есть, я согласен. Но масштабы проекта такие большие, то что, к сожалению, это бесследно не пройдет. Это аналогия, можно съездить на Черкассы, посмотреть, как они выглядят, и мы поймем, что теоретически ждет Благовещенск, пусть и в лесу. То так, есть, здесь... Проблема, понятно, очерчена. Теперь нужно понять, а делать-то что? Мы же понимаем, что Черкассы себя исчерпали. Там какой-то выход... Что делать? Да. Нет, во-первых, то, что Черкассы себя исчерпали, я так понимаю, что это большое заблуждение. У Черкасов еще, если я могу ошибаться в цифрах, но образно буду говорить, если я не ошибаюсь, еще 20 гектаров у Черкасов есть земельный участок. Абсолютно свободный, абсолютно пустой. Что сейчас? Я прочитал, когда статью у вас на Эхо о том, что там прошли публичные слушания. Я, по большому счету, не вникал за отсутствие свободного времени. Но созвонился, я нашел то ли главного инженера, то ли какого-то сотрудника с МУПСАХа. Выяснил, как обстоят дела. Оказывается, у них есть дополнительный участок к этому полигону. В случае прохождения всех вот этих бюрократических процедур, на котором начнется строительство, не строительство, а выемка грунта, который будет использован для того, чтобы рекультивировать уже имеющееся тело полигона. И на этом месте будет продолжаться там складирование, сортировка, захоронение, то есть в терминах я не особо силен. Ну и, соответственно, будет в дальнейшем функционировать этот полигон. И надо понимать, что работы по рекультивации имеющегося полигона, они очень дорогостоящие, но ими кто-то должен заниматься. И ими сможет заниматься именно сам полигон, просто продолжив свою работу. У них есть территория, где продолжать свою работу. И они за счет этой работы, которую там будут выполнять, будут осуществлять рекультивацию. Государственные органы, мэрия Уфы на сегодняшний день должны быть прямо заинтересованы. Откровенно говоря, пусть это как-то и не коррелирует с законом, но они должны откровенно лоббировать прохождение всех законодательных процедур с точки зрения тех процедур, которые проходят сейчас в Черкассы. Этот объект необходим для Уфы, этот объект необходим для республики, и этот объект просто для стабильной ситуации. Так, хорошо, но ведь как раз для этого и были публичные слушания. В чем тогда проблема? Что грозит вот этому варианту развития событий? Но и более того, насколько я понял, публичные слушания прошли очень хорошо. Там выступали депутаты, там выступали сотрудники Уфимской или районной Уфимской администрации. Наши активисты Благовещенские туда ездили. И только вот один эколог регион Капитала был против. Единственный из тех людей, которые были на публичных слушаниях, был единственный против. Да, у проекта есть нарушения, без этого никак, замечания, не нарушения, а замечания. Без этого, наверное, ни один проект не обходится, но я думаю, что в будущем организация устранит эти нарушения, эти замечания, и спокойно должна пройти все процедуры. Но сейчас есть опасность в том, что начинается прямая конкуренция. Ведь регион Капитал – это прямой конкурент вот этого МУПСАХа, и они прекрасно понимают, что их расцвет начнется после того, как начнется закат Черкасов. То есть и сейчас этому искусственно способствует вот именно бизнес. А власть должна препятствовать вот этим способствованием со стороны другого бизнеса и должна помочь действующему вот этому объекту, который уже имеет накопленную какую-то опасность, да, для человека, и не создавать подобный очаг в другом месте, где он пока вот точно не требуется. Этим должно заниматься государство. Этим должна заниматься республика и мэрия Уфы. А известна ли вам позиция, скажем так, республики и мэрии Уфы по этому поводу? Насколько я знаю, Сергей Николаевич Греков напрямую заинтересован в том, чтобы Черкассы все-таки работали. Это ясно как день. Но, по-моему, как бы открытую позицию пока нигде не объявляли, но и вопрос как бы ребром не вставал.
Но есть такие моменты, когда, очевидно, МУПСаху ставят палки в колеса. То есть почему-то долго не могли назначить вот эти публичные слушания. Как я понял, там около полугода бумажки ходили по кабинету. Ну что это за проблемы? Почему уфимские чиновники не способствуют тому, чтобы для Уфы как можно быстрее развивался там вот такой необходимый объект? И почему они не способствуют тому, чтобы рекультивация такого опасного объекта не проводилась как можно раньше? Почему вот так дела обстоят? Ну, может быть, все-таки как где-то там рассматривается на полном серьезе вариант регион капитала. Я сейчас вспоминаю, регион капитал ведь у нас выступали в эфирах в свое время и подробно рассказывали, почему их проект является экологичным, безопасным, современным и гораздо более лучшим, чем имеющийся полигон. Вы говорите, что есть основания полагать, что они говорят неправду. Вот эти основания на чем основаны? Не столько неправду, но это обычный, типичный объект, такой же, как и любой другой, который построился в другом городе. Мы пока не строим ничего нового. То есть те предприятия, о которых нам рассказывал там представитель регион капитала, они стоят просто огромных денег, просто огромных. Ну, они вкладывают там какие-то небольшие, близкие суммы, там, допустим, к миллиарду. Может быть, к миллиарду. И то это все остается только словами. Никаких подтверждений о том, что они хотят вкладывать какие-то огромные деньги. Ну и более того, но если вы хотите быть инвестором, зайти в этот бизнес, ну, мы уже 10 раз говорили, ну, пожалуйста, вот же Черкасы, займитесь. Во-первых, сырье для переработки, изымайте вот уже имеющийся мусор, сортируйте его, извлекайте из этого прибыль. Получайте тонны отходов, которые есть там, сортируйте, получайте продукцию любую, продлевайте срок действия этого объекта. Но строить этот объект там, где он не нужен, то есть... Ну, пока это чисто деньги. Позиция понятна по этому вопросу. В оставшиеся несколько минут хотелось бы, Сергей, уточнить, что у вас там с горсоветом происходит. Ваша борьба длительная по поводу того, можно снимать заседание горсовета или нельзя. На чем сейчас остановились, как говорится? Ну что, можно сказать то, что я победил. То есть я выиграл этот суд. Так. Я был, конечно, сильно удивлен решением суда, но решение суда... большую часть иска полностью оставила за мной. То есть это победа. Признали незаконным запрет на видеосъемку. То есть теперь я могу снимать. Но пока мы ждем, возможно, будет апелляция со стороны Совета депутатов. Но я уже не сомневаюсь, то есть, что все-таки иск устоится. Решение суда тоже в Верховном суде. Надо понимать, что местный суд все-таки основывался на законе, принимая такое решение. Отменили порицание, которое мне вынесено было депутатами, отменили решение комиссии. Единственное, что я просил, но это я специально написал в иске, не надеясь на то, что это удовлетворят. Единственное, что я просил о том, что меня же на сайте администрации, я так скажу, опорочили. То есть они мгновенно разместили вот это решение о том, что привлекают меня к ответственности, какой я плохой депутат. Вот прям сразу же после заседания, как только приняли решение. И основываясь на этом, я тоже хотел, чтобы по решению суда было на сайте администрации опровержение. Ну, конечно же, закон не предусматривает этого, и поэтому суд мне просто отказал. Но это требование мое было абсолютно формальным. А самое важное, когда начинался суд, я всегда вставал и говорил: уважаемый суд, единственное, что интересует меня по этому иску, это только законность запрета на видеосъемку. Ну и суд, естественно, ответил на этот вопрос, ответил положительно. Ну, это было понятно с самого начала. Интересный прецедент. Кстати, основываясь на каких правилах, законах, пунктах суд такое решение принял? Это прописано, я так понимаю, где-то? Ну, сейчас, да, это будет прописано. Сейчас мы ждем, то есть самого решения суда как бы пока нету, это уже окончательного документа. Пока только вот огласили то, что в суде. Вот эту информацию я озвучил. Ну а что нам может запрещать? Гражданский кодекс нам разрешает, Конституция нам разрешает. Ну, все законодательство, оно у нас разрешает в публичных местах собирать информацию любыми законными способами. Что я и делал. У нас до конца буквально минута. Вот вопрос в Телеграм пришел. Как вы оцениваете деятельность СПЧ, в котором вы состояли до сих пор? Я очень горд и очень рад тому, что я состоял в СПЧ. Огромное количество коллег, с которыми я познакомился. Все очень отличные люди. Ну и, конечно же, посмотрим, будет у нас возможность продолжать дальше или нет. В определенной степени наша работа была очень эффективной.
То есть вы рассчитываете, что в новый состав тоже вас включит глава республики? Ну, а от меня уж это не зависит. Ну да, пока мы не знаем, указ до сих пор не вышел. Спасибо большое. Вместе с нами был депутат Благовещенского городского совета, а также член первого состава СПЧ Сергей Жуков. У микрофона сегодня работал Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, что после 15 часов Артем Ковшов, замминистра строительства республики, будет в программе «Персонально ваш». А пока мы с вами прощаемся. Оставайтесь на эхе. Пока. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.